Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 27 октября 2021 года, 21:00 по Берлину и, соответственно, 22:00 по Джохару. Приветствую вас, друзья, еще раз. Такс. В связи с кое-какими обстоятельствами, да и просто обычной занятостью, эфиры, как вы видели, не выходили в эфир, я не выходил с вами в эфир, но всегда был с вами, мои друзья, соратники. Рад вас приветствовать. Так, Хамзат Гилаев, Муслим Арцуев, Довили. Всех приветствую, всем алейкум ассалам. Всем добрый вечер. Все будет Ичкерия. Совершенно верно. Довили. Неуловимый Джо, ассалам алейкум, аслам Масаргава, алейкум ассалам. Хо машвой. Питер Вольф, ва алейкум ассалам, Питер. Хо машвой. Шаверга машвой. Когда я долго не провожу стрим, ну, можно сказать, сколько, неделю не проводил стрим, хотя я там записывал на скорую руку видео по поводу терактов против футбольной команды Дортмунд-Боруссия, нападение на Росгвардию. И вот в эфир выйти, чтобы можно было с вами общаться, отвечать на ваши вопросы, вот этого мне не удавалось, к большому сожалению. Но теперь я отвечу за все, бог ждать. Машвой Аслан Дел Маш Лильвио Делир Саламашал, вот гражданин Ичкерии, Машвой Нохчи Нох, Машвой, алейкум ассалам. Здравствуйте, всех тоже приветствую. Литва, Леонас Вакиротас. Приветствую, Литва, рад наблюдать нас, представителей стран Балтии. Литва, Латвия, Эстония, это нам родные, можно сказать. Может, вы этого даже не понимаете, но вы для нас очень родные республики, страны, вот эти три страны, три республики, которые первые вышли из этого из этой поганой тюрьмы народов. И мы вам белой завистью завидуем. И я знаю очень уважаемых людей в Литве, могу сказать за Литву, которые очень много сделали для Ичкерии, для нас, чеченцев. Не кичась, не бия себя в грудь, не светясь нигде, тихо, мирно, аккуратно. И в первую очередь это в правовом смысле. И большое спасибо. Баркал. Дох Баркал. Большое спасибо. Так, пойдемте дальше. Ночино, леди, маршой леди, и остальные берзлой. Так, вентилятор что-то сладко поет, прям как ГБшник. Вентилятор дует. Вентилятор дует. Кто поет? Не слушай ГБшников. Не слушай. Так. Начну с того, что, как вы уже заметили по вашим комментариям, я вижу, уведомления снова не приходят, комментарии исчезают, подписчики скручиваются. Снова началось все, несколько месяцев практически мы отдыхали, можно сказать, хотя, как известно, наш канал, в отличие от остальных, на территории фашистской России заблокирован. Это не значит, что незаблокированные работают на фашистскую Россию, это значит, что они не представляют никакой угрозы для них. И только те, кто для них представляет угрозу, только тех они блокируют. Поэтому наш канал с новой силой подвергается постоянной, систематической, непрекращающейся хакерской атаке. И это не только мои какие-то утверждения. Все мои постоянные зрители, вы все прекрасно знаете,
что происходит, и время от времени ваши комментарии пропадают, вы мне пишете, не приходят уведомления и так далее, и так далее. И это подтверждает американская компания Microsoft и «Голос Америки». Давайте сперва вам покажу эту новость, потому что эта новость важна. Более того, я хочу сказать, что в ближайшее время, не будем говорить сколько, потому что мы знать не можем. Наверное, они сами этого не знают, так как, наверное, для этого должны сложиться определенные обстоятельства, определенные условия должны сформироваться для того, чтобы на территории фашистской России был запрещен YouTube, канал YouTube. Не канал YouTube, мой канал, и так запрещен. А сама компания YouTube должна, скорее всего, будет запрещена на территории фашистской России. Как известно, один подрусский пропагандон Сорока, засланная сюда еще в 2015 году под видом угнетенного и преследуемого, как часто они это делают, был в 2015 он был заслан, а до того, как его отправили на подготовку для обучения вот этому блогерскому ремеслу на 1,5 года в Москву, до этого в 2013 году у Кадырова, исполняющего роль главной марионетки во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, прошло совещание, собрание, съезд разных блогеров, где непосредственно принимал участие Магомед Бутылкин. Магомед Даудов по кличке Бутылкин. Так будет точнее, чтобы было понятно, о ком речь. Пока еще не все знают его новую ее кличку, которую он сам себе же и сварганил. При помощи своих кураторов из ФСБ. В истории чеченского народа он останется именно таковым. Благодаря, конечно же, банде ФСБ, которой он продал свою душу большому его сожалению. И так вот, там был вот этот Магомед Даудов. Теперь же Магомед Даудов по заданию ФСБ усиленно в чеченском сегменте рекламирует ТикТок. ТикТок он рекламирует под разными поводами, под разными причинами, что там недостойно себя ведут, и так, и сяк, и так далее. Все это делалось. Ранее полиция нравов работала исправно в Чеченской республике. И вот теперь Магомед Даудов по кличке Бутылкин рекламирует ТикТок. И все сейчас переходят в ТикТок. Это значит только лишь то, что YouTube, который представляет колоссальную угрозу для свободы донесения информации до россиян, до русскоговорящих на территории фашистской России, скорее всего в ближайшее время будет заблокирован. Но это так, забегая вперед. А так, до того, как они заблокировали, они всячески нам мешают доносить до людей реальность при помощи, например, нашего канала Reality. Давайте я вам сейчас покажу видео с сайта «Голос Америки» о том, как масштабно идет операция. И я вам расскажу про, вы тут увидите в этом новостном выпуске буквально пару минут, увидите компанию, услышите, которая, кто в теме, тот понимает, о чем речь. О компании SolarWinds, которая производила программы для компьютеров. Так вот, туда уже в производство программы закладывался вирус. И теперь эти компьютеры, которые уже разошлись по всей Америке, которые стоят в разных госучреждениях, они занимаются сбором информации и разными хакерскими атаками при помощи того вируса, который туда русские занесли.
Нам рассказывали, что и когда Байден встретится с Путиным, Путин испугается, и все как бы наладится. И в итоге Путин уползет в свой бункер, и все станет хорошо. На первое время, как и казалось, и я по своему каналу это могу констатировать, реально перестала атака происходить, и вроде залегли на дно. Но, как выясняется, ненадолго. Давайте посмотрим и потом вернемся к основной теме. It doesn't mean a lot, particularly. It means the Russian government continues to spy. They have a good technique. Они обладают хорошими технологиями, позволяющими взламывать системы снабжения и облачные хранилища. Получают доступ к сотням или, если не тысячам устройств. По данным Microsoft, речь идет о хакерской группировке под названием Nobelium. Nobelium — это присвоенное имя. Речь идет об СВР, службе внешней разведки России. И они называют себя Nobelium. Используемая стратегия заключается в попытках взлома облачных сервисов поставщиков IT-услуг в надежде получить доступ к учетным записям их клиентов. Каждый раз, когда требуется доступ к чьей-то учетной записи, необходимо взламывать компьютер этого человека. Это может занять много времени, потому что есть тысячи людей, которые представляют интерес. Другой вариант — взломать один центральный сервер, который даст вам доступ к сотням или тысячам компьютеров. И это именно то, что сейчас происходит. Microsoft сообщает, что в период с 1 июля по 19 октября компания уведомила 609 клиентов, о чем-то уведомила, и вы можете снизить риск взлома аккаунта, обеспечивая регулярное обновление и защиту системы как двухфакторную аутентификацию. В ряде случаев попытки взлома увенчались успехом. Когда речь идет о обладающем высокой квалификацией исключительными ресурсами в государственном учреждении, большинство людей не могут защититься от проникновения, если такая цель была поставлена. Это вопрос времени и денег, которые они готовы потратить. Но если СВР захочет взломать вас, если они сочтут, что это того стоит, они это сделают. Власти России, власти Китая, правительство некоторых стран используют подобную технику для получения доступа к учетным записям людей. Эксперт объяснил, почему Microsoft и другие компании акцентируют внимание именно на российских хакерах. Русские хакеры самые лучшие. Это одна из причин, по которой к ним чаще всего приковано внимание. Это исключительно опытные хакеры, работающие на СВР, ФСБ и ГРУ. Я думаю, что эта ситуация продолжает укреплять доводы правительства США о том, что Россия является потенциальным противником. Что Россия — это противник в области киберпространства. Это не сильно ухудшит отношения, потому что их сложно сделать хуже, чем сейчас. Что меня радует. США полагают, что Кремль зачастую координирует действия хакеров. Кремль контролирует это наиболее крупные операции. Что меня радует, это я добавил от себя. Атака на SolarWinds, вероятно, была санкционирована лично Владимиром террористом. Кремль очень тщательно контролирует шпионаж, в меньшей степени киберпреступность и преступные группировки. Кремль смотрит, я бы немножко не согласился, дополню от себя, что Кремль не контролирует преступные группировки. Может, этот человек, он айтишник, или не владеет до конца информацией, может еще по какой-то причине, но на самом деле все банды, которые есть и в России, и тут в Европе, они курируются, контролируются, организовываются российскими спецслужбами, в том числе Кремлем. Кремль, и это подтверждает, это, кстати говоря, очень хорошо подтверждает тот факт, что наркотиками, героин, кокаин в частности, да, занимается непосредственно секретарь Совета Безопасности, русский Фредди Крюгер, Коля Патрушев. Мы знаем, что его личный самолет летает, то есть личный самолет руководителя Совета Безопасности Совбеза России летает за арестованным кокаином, ну или забрать партию кокаина. Кремль смотрит сквозь пальцы на киберпреступников, они там акцентируют внимание на кибершпионаже. По словам эксперта, возможности властей США влиять на действия у людей короткая память.
Первая хакерская атака и так далее, это уже нам не интересно, поэтому на этом мы закончим данный видеоролик. Так, вот такая вот ситуация, которая развивается в просторах Ютуба, интернета и так далее. Наш канал атакуется, и это не просто так. Так, давайте вернемся к вашим комментариям, и потом я вам расскажу о двух событиях, которые произошли. Одно произошло 22 года назад, одно событие произошло в этих же числах 22 года назад, или 21 год назад, и 22 года назад, и 19 лет назад. Это удар по городу Джохару, по центральному рынку, по роддому, по больнице, по мечети и по автовокзалу. Это начало такое запугивание, как обычно русские делают. Это одна часть, которую я вам сегодня расскажу. И вторая часть — это захват Норд-Оста. Об этом я, конечно, делал ролик раньше, но каждый год нужно об этом напоминать, потому что, к большому сожалению, россиянцы об этом не помнят. Но сперва к вашим комментариям. Так, Ичкерия, Аллах далси дуэла Аслан. Дел ресурса турпал ваш, дуэль далси. Аслан, Боже, храни Лас-Вегас, Кавказус Бергер. Ну вот нам пожаловали игроманы. Как минимум выяснится, что он очень большой игроман. Так, видите, кто-то хочет, чтобы хранили Америку, а кому-то интересно, чтобы у него было казино, может, да, всегда под рукой. Так, ну очено, Аслан, на провокации старайся избегать. Мы тут с ними разберемся. Договорились? Машуль. Опа. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Так, наладилось все? Так, все наладилось, я так понимаю, да? Так, возвращаемся к вашим комментариям. Потерял я. Был комментарий. Так, Ичкерия Forever. Как Сорокин их делал в своих эфирах, зрители аж попкорном давились. Ты изверг, Аслан. Я что-то пропустил, да? Так, одну минутку. Сейчас почитаю ваши комментарии, потому что мне это очень важно. И я думаю, вам тоже, раз вы пишете. Так, Аслан, нам на провокации не так. Привет с Канады. Анна Карелина. Анна, приветствуем, Канада. Передавайте привет Диме Бимбанту. Так, Исаак Шмулевич, шалом, Аслан и все гости канала. Как дела у вас? Шалом, Исаак, все отлично, спасибо. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Очень дедосит украинских борцов с рашистами. Довели говорит. Да? Ну, думаю, да, будут дедосить. Так, гражданин Ичкерия спрашивает, Аслан, тот, кто поставил дизлайк, что его не устроило, говорит. Не устроило название, ну и, наверное, я тоже. Они боятся краха России, который неизбежен. И я об этом тоже вам в конце расскажу немножечко. Так. Для угна. Так. Аслан, Боже храни. Так, Лас-Вегас. Так, отлично. Лас-Вегас, вещь хорошая. Воин Ичкерия, ассаламу алейкум. Но играть вредно. Я советую тебе, Кавказус, особо не это самое. А то останешься вообще без ничего.
Воин Ичкерия, ассаламу алейкум, бусал вежери ижери, Аллах дал алш дойлуай. Ва алейкум ассалам, воин Ичкерия, машвой. Ичкерия forever, Сорокин. Цоль ёшь таяцун Сорокин. Инда Сорокина, я думаю. Так, Ичкерия, ассаламу алейкум, сабусал вежери, Аллах дал си дойлшу. Ва алейкум ассалам, Ичкерия. Так, Кавказу, стране Лас-Вегас. Аллах дал си дуэла аслан, дейре свуйл. Так. Слава Ичкерии, слава Украине, Сварог. Героям слава. Муслим Арцуев напоминает, ставим лайки, подписываемся на канал Реалити. Так. Ичкерия forever. Мешаешь ты, Аслан, их чеченской междоусобице. Всем было так по кайфу. И зрителям, и Сорокину с Бутылкиным в их эфирах. Ты взял и поломал весь кайф. Да, я тут заметил, сейчас только что на канале зашел буквально перед эфиром к Адаму Банду на Абба, на канал Аб-энд-Ба. И там смотрю, там Арцуевы, там вас обзывают Арцуевыми и так далее. Ни в коем случае не поддавайтесь, у них такая, разделить нас. Упрекают нас в том, что мы кого-то делим, а сами вот постоянно терминология, постоянно чисто ГБшно используется. Ну, другого у них и быть не может. Из одного кабинета или из одного ведомства ноги растут. И вот они там называют нас евроичкерийцами, потом тоже ни в коем случае, даже вот Кавказ Реалии, который уже просто откровенно продался фашистам, они нас уже евроичкерийцами, там под видом, под разным соусом нас пытаются оформить, под видом евроичкерийцев, арцуйцы. Нет, мы ичкерийцы, никакие не арцуйцы. Если отец-основатель нашего государства, Чеченской Республики, демократической, правовой Чеченской Республики Ичкерия, является Джохар Мусаевич Дудаев, нас можно назвать, меня можно назвать, соответственно, всех, кто поддерживает, моих соратников, моих единомышленников, можно назвать дудаевцами. Это тоже они так пытались, но тогда, когда называли нас всех дудаевцами, этот термин у них не прилип, не стал такой в обиходе, потому что таким дудаевцами стала вся республика, весь народ чеченский, и не только чеченцы. Среди нас живут разные национальности, которых мы любим и уважаем наравне со всеми, и тоже, которые поддерживали нашего Джохара Дудаева. Поэтому они вот всячески пытаются нас поддерживать. Поэтому ни в коем случае не поддавайтесь на эти их ухищрения. Если мы есть, то мы дудаевцы, а так мы граждане свободной, демократической, правовой Чеченской Республики Ичкерия. Дал-Мулла. Вот этим мы им и мешаем, Ичкерия forever. И мы мешаем им тем, что мы говорим правду. Вот опять же, я уже много раз приводил их пример, может вам уже это надоело. Но я помню, как здесь вылезла вот эта Елена Кнор, которая по своей глупости раньше мне писала, и уже была у меня в разработке, скажем так. Я ее сразу же узнал, опознал, и она тогда готовила она никто, она просто инструмент, которым попользовались. И она там начала говорить, что там на пророка, на посланника Мухаммада, и вот такие вещи были. И буквально достаточно было сделать 5-минутный ролик, быстренько разъяснить людям, и все. Я хочу сказать этим, что главное нам в 2 словах
опередить их на один шаг, вот следующий шаг их просто предупредить, и все, и они тогда сами отступают от своих планов, потому что они понесут, их план не удастся. Опять же, тоже один пример. Они тогда, как-то 4 года назад, да, по-моему, Кадырова там они делают вот это шоу, типа избрания. И Кадыров тогда там начал заявлять, что он уходит, все, Рамзан, не уходи, нет, я уйду, короче. Вот там убирает там скупую слезу с мужской щеки, короче, вытирает ее. Не уйду, нет, не уходи, Рамзан, нет, я уеду в Сирию, я поеду в Украину, я буду сражаться, пока там господин Путин не позволит мне там умереть там и так далее, и так далее. И тогда я сделал один ролик, на котором Кадыров, Рамзан, это уже заявили о массовом митинге тогда в Чеченской Республике. Об этом уже там Песков заявил, этот, как его, путинский, глава администрации, пресс-секретарь этого террориста. Короче говоря, все у них идет по плану. И тут Кадыров, Рамзан собирает всех своих этих слабовиков и им рассказывает, что вот он уходит, все просят, да, не уходить. И вот он заявляет, что вот я, будьте, всегда в форме, в строю, чтобы все было всегда у нас там на идеальном уровне, там все было, чтобы там супер, все отлично и так далее. И говорит, я буду к вам, а он через неделю уходит, или там через сколько-то. Я буду к вам приходить с проверкой через неделю, в любой момент, он говорит, я к вам приду. Через месяц, через 3 месяца вы меня ждать не будете, я типа в часть приду и вас проверю. И я это делаю из этого ролика. И все, и после этого отменили и митинг, и там по какой-то причине многие не могли тогда понять, писали, что-то происходит там и так далее. Я хочу сказать, что вот если мы предупреждаем их шаг, а мы будем предупреждать шаг не только их, но и других, мимикрировавших давным-давно, заметьте, под видом ичкерийцев здесь, мы будем выявлять, как только мы будем видеть, что идет дело в этом направлении, и мы посчитаем нужным озвучить эту информацию, мы обязательно ее будем озвучивать и предотвращать их шаги по разрушению их планов. Вот так мы будем действовать. Поэтому, да, я им мешаю, очень сильно мешаю, я мешаю, и вы все мешаете. Если бы не было вас, поддержки вашей, они бы меня давно бы уже затюкали бы. Как так, они пытаются там разных там, Анзора Мализаева ко мне, сейчас уже как бы, там, это сын президента там и так далее. У нас президент не царь, поэтому абсолютно не имеет никакого значения, чей ты сын. Да, заслуживает уважения, но мой отец не меньше заслуживает уважения, чем президент или кто-либо другой. Потому что у нас никогда не было дворян и никогда не было феодализма. Поэтому в этом плане каждый чеченец генерал и каждый чеченец герой, как известно. И там разные, там на подхвате люди какие-то слова с низкой социальной ответственностью и с малой смысловой нагрузкой мне абсолютно неинтересны. И теперь я уже вышел на новый этап. Мы вышли все вместе, благодаря вашей поддержке. Потому что я делаю не свое дело, я делаю наше общее дело. И этот канал не мой. Единственное, что я хотел бы, когда я его буду передавать кому-нибудь, или он останется кому-нибудь, чтобы не удалялось ничего с этого канала до того, как он будет мной передан кому-то. Поэтому этот канал тоже не имеет для меня ровным счетом лично никакой важности, да, для Арцуева Аслана. Поэтому
Вот такие вещи будут продолжаться. Я вам говорил, будет еще хуже. Я вас сразу, хотя будет по отношению ко мне и как персонально, но ко всем нам это коснется. Будет еще хуже вещи будут фальсификации разных там свидетелей, других людей. Если вот смотрите, даже Мализаева задействовали, как это, понимаете, на какой уровень люди уходят. Оказывается, здесь невероятно, вы мне даже не поверите, что я накопал. Просто не поверите. Может быть, если меня не будет в живых, и вы увидите те видео, которые мы записываем уже на протяжении, я уже записываю нескольких там месяцев, можно сказать, да, тогда вы мне больше поверите, да, сейчас я еще живой. И поэтому все, что происходит, невероятного масштаба ложь, невероятно гигантская ложь. Вы будете потрясены всем этим. Я лично был потрясен. Но мы опять же переходим на новый уровень. Ничего страшного. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Все. Эта ложь уже разоблачена. Идем дальше разоблачать следующую ложь. В силу наших скромных возможностей. И все будет Ичкерия. Поехали дальше. Массерга Саламашал, Игл Клау. Делер Саламашал, Хуил Игл. Полный огонь ей Аслан. Полный огонь. Как обычно, служу Ичкерии. Мегарду. Дейлер салам маршал гул, Хамзар Гилаев, Шульдамаг, ассаламу алейкум ваджари, ва алейкум ассалам, Шульдамаг маршволь. Нобель это всего 2 человека, Петров и Баширов, говорит белый негр. Интересно, ник вообще. Так, всем входящим в чат, ва алейкум. Так. Мешаешь ты чеченскому междоусобчику. Да, мешаю. Поставьте лайки, пожалуйста, говорит Довеле. Это очень важно, абсолютно верно. Важно, чтобы наш канал, запрещенный на территории фашистской России, который отменена монетизация, чтобы реклама не продвигала наш канал. И у нас, если вы не будете распространять наши видео, и если вы не будете ставить лайки и поднимать это видео, оно нас увидят меньше всего. И потом мы все будем мучиться с теми, кто нас всех не услышал. А мы на протяжении уже более 2 лет пытаемся конкретно объяснить свою позицию. И я думаю, многие, кто нас послушает, непредвзято, объективно, честно, он будет на нашей стороне. Так. Вітаю всех, кто за свободу всех краин. Андрей Биченко. Вітаю, Андрей, рад вам. Так, но Украина задействовала Байрактар против оккупантов. Теперь у всех пропагандистов горит синим пламенем. Да, я видел это видео, где украинские герои с Байрактаров делают сюрприз для оккупантов. Так, тот самич Кетерфош. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Салам. Я, наверное, неправильно прочитал твой ник, но извиняюсь. Нормально. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Все good. Так, я все перемотал. Друзья, мне очень важно, обязательно посмотрю. Сегодня вы очень активные, и я очень буду перечитывать ваши комментарии. А сам, у тебя сегодня настроение хорошее. Да, леди, она хорошая, и я просто соскучился по вам. И у меня прилив адреналина бывает, когда я ухожу с вами на связь.
Так, Эд Мамедов, салам всем свободным людям. Салам, Аслан, салам, Эд. Приветствую тебя. Так. Украина, как и Азербайджану, надо просто освободить свою страну решительно и бесповоротно. Шульдамаг. Согласен. Секрет от Настя больше привет. Песков, муж, Навки, фигуристки. У них всю жизнь продолжается фигурное катание. Да. Так, Мада, сегодня у Адама так, что коронную фразу придется озвучить мне. Маждада, сегодня у Адама, так что давай never ever. Да здравствует шариа. Маждада, сегодня у Адама ты говоришь. Да, я его там видел в комментариях. Да здравствует шариатская Швеция, батила и чтинаба. Так, наш муслимский брат Шмаков проник в самое сердце кафирской гибни. Да, парни, вы занимаетесь мощным остракизмом. А виноват я буду в итоге. Меня уже из религии то выводят, то заводят. Потом у них споры. Ну ладно, оставим его мусульманина. Оставим его мусульманина, пускай побудет пока. Вдруг осознает и там присягнет там Аль-Багдади, там кому там еще. И вот тоже очень верно было замечено нашим братом по поводу того, что вот там ты пишешь, что вот Шмаков проник в самое сердце кафирской гибни. Не совсем так, конечно, было, но это очень верно, то, что вы там вот это вы говорите. А когда кто-то у них там говорят, ну ты с кем общаешься, ты ему объясняешь, ну с кем ты общаешься, ну и что у него борода, ну и что вот так палец поднимает и там баракаллаху фик говорит, ну а в чем дело, он же ФСБшник, он машаллах, там, как он проник в эти структуры. Вот приблизительно, это очень верное замечание, которые могут такие вещи люди говорить. И такие вещи они и говорят. Но здесь со Шмаковым немножко другая история. Шмаков уже был доверенным гибнюком, так как его поставили прослушивать наших партизан в разгар войны. И, это невероятно, чтобы кого-нибудь недоверенного поставили на такую должность. И он уже потом, вот смотрите, как получилось, вот эти батила, они завербовали уже действующего офицера российских спецслужб, который занимался прослушкой наших партизан. И благодаря тому, что они его завербовали, он стал мусульманином, и на их акиду он переключился и начал поддерживаться. Вот благодаря этому столько маджахедов наших партизан было спасено. Вот благодаря тому, что вот Сорокин внедрился прямо своей сорокой вник в самое пекло врага. Правда, почему-то никто нам не рассказывает, так чем же они там занимались, кого они прослушивали, кого они спасали. Но это, наверное, тайна, хранящаяся в недрах, в архивах Лубянки. Так, Ичкерия, скажи старший Мализаев и младший Мализаев. Хорошо, Ичкерия. Так и уйдет в мир, вот увидите. Аслан, насчет сына президента ты прав на все 1000%. Но сын Масхадов, как и патриот, достоин уважения, но не туда идет, к сожалению. Так, все, больше не комментируем, его оставляем. Я делал призывы, я просил, я как думал, как нормальный человек, я позову, и все, со мной будут разговаривать. Он вырезал свой стрим, выложил. Это был ответ. Это был ответ мужчины, которого я думал, что это абсолютно искренний, честный человек. Все, эта тема закрыта. Пойдем дальше. Аслан,
Хасимия Юй Дийцем. Ахиллес, сын Пелея. Конечно, у меня есть и мама, и папа, и все остальные. Так, если Россия развалится, то Кавказ пострадает больше, говорит Алекс. Нет, большому, я надеюсь, что нет. Кавказ будет счастлив просто, если Россия развалится. Пускай воюют другие теперь. Конечно, вы, русские, опять совершите над нами геноцид. Я в этом не сомневаюсь. У меня много русских друзей. Я опять же не говорю про всех русских, когда я говорю русских. Так. По-моему, мы вернулись. Друзья, наш канал атакуется, как известно, давно вы... Так. По-моему, мы вернулись. Давно нас не атаковали. Вот так в прямом эфире. Вы помните, мои постоянные зрители и соратники, что атака была давным-давно, уже прямо в прямом эфире. Я уже наловчился быстренько переключаться с одного на другой, но вот мешают. Но ничего. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы мешаем. И это поднимает мне настроение. Значит, я не зря занимаюсь тем, чем занимаюсь. Так, Арцу Аслан говорит правду, Купер. Спасибо, Купер. Баркалон, он говорит истину. А бородачи это агент ФСБ. Все, что связано с бородачами религиозной риторикой, это все связано с Россией. Говорит Купер. Не обобщая, я согласен с тобой, но не обобщая. Далеко не все, конечно, но вот основные вот эти лидеры мнения, которые нам представляются таковыми, да, они являются по большей части агентами российских спецслужб. Даже с нашими партизанами, с нашей армией в ней находились. Не говоря уже, когда сейчас они в полной безопасности и в анонимности. Нету открытых лиц им показать. Знаете, у них в чем проблема? Они могут задействовать людей, но у этих людей всегда есть история. Да, репутация, история, бэкграунд, прошлое его. И оно быстренько всплывает и сразу становится с русскими, с Россией имеется в виду, или не с Россией. И быстро все становится на свои места. Поэтому у них в этом плане кризис. Им не хватает нормальных парней, которые имели бы хорошую легенду. Любую легенду можно сейчас проверять очень благодаря интернету. Так, пойдемте дальше. Давайте. Так, эфир вис. Так, видите, что они делают? Они сбивают и ваш настрой, и мой настрой. Вы пишите комментарии, у нас так все отлично идет. И раз, и все. У меня в Лондоне зависло и повторяет, говорит Алена Гончарук. Да везде, это же у меня зависает, значит у вас у всех, потому что от меня ждет трансляция. Йоу, Шен, хочу телеграм, тузикар, бистхуш был, канале, название Алиш. Чечня не Россия. Бесполезно. Зачем тебе эта грязь нужна? Их нужно маргинализировать. Они должны стать не тем, кем они при помощи пропаганды есть. А мы должны их оставить один на один. Разъяснить нормальным людям, у кого голова варит, кто готов принимать какие-то аргументы. И потом останется только та кучка людей, которая непосредственно занимается вот этой пропагандой. Поэтому лучше, мне кажется, вот не стоит просто. Разъяснять, конечно, наверное, нужно, потому что слишком много они пропаганды делают. Ну, Шайнхуар, Душон, просто знаете, куда вы идете, в чью эту нехорошую эту субстанцию вы идете. Так, Хамзат Гила Аслам, мне один невежда говорит, почему я говорю Альхамду лилlah
Пишет: говори на иврите, ведь ваш гуру высмеял арабский язык. Гуру не одобрит. Да чего конченый. Да, Хамзат, ну знаешь, есть полезные идиоты. К большому сожалению, и они есть, да. Плюс всячески ставятся препоны для распространения нашей информации. И человек, вот я себя тоже могу отнести к такой же категории, который верил вот этой всей пропаганде. И разобрался большому счастью. Поэтому, если они говорят гуру, муру, там на меня, вот то, что они переводят стрелки, то сразу ясно, что это не полезный идиот. Это, скорее всего, их идиот. А так есть и полезные идиоты, и есть люди, которые, реально не получают достоверной информации, чтобы сопоставить ее. Именно для того, чтобы они не получали этой информации, нас запрещают всячески шунгуштук. Вот вы свидетели только что, как они сейчас атакуют наш канал. Хакеры, они мешают, сбивают. Да, мне приходится с одного интернета переключаться на другой, потом на другой. Если они еще раз атакуют, опять я переключусь на другой. У меня уже есть в запасе. Но это сбивает и все эти настройки, теряем время, теряем запал и так далее. Поэтому и вы постарайтесь с пониманием относиться к тому, что вот некоторые на нас совершают нападки, что они нас там обзывают какими-то гуру, муру, там этими, третьими, десятыми. Бред, этот есть, но я думаю, рано или поздно, и они этого боятся, потому что если мы продолжим в таком же режиме, еще какое-то время, то очень большие изменения произойдут в сознании нашего общества. И не только нашего, нас смотрят не только чеченцы, нас смотрят все русскоязычные, которые тоже по-другому видят. И я уверен, многие, кто нас смотрит, и мне писали, и говорили, что многое для них стало открытием, на многое, что они начали понимать, что происходит с нами. Поэтому постарайтесь быть более аккуратными, деликатными, скажем так, в общении с непонимающими. Но еще, конечно же, нужно иметь нервы, выдерживать, явного просто отмороженного, который тоже есть. И вот как в той вот этой джазе только девушки в фильме, даже если он снимет бороду и скажет: я женщина, все равно он не скажет: не, ты наш великий Сорокин и так далее. Поэтому, вот такие вот дела. Шунха остадича, сум хюрш ашлухшу. Так, давайте дальше. Если мы хотим привлечь русских военных преступников к суду, заставить их восстановить разрушенные заводы и выплатить нанесенный ущерб, то это можно сделать только с международным сообществом. Конечно, Фриман, абсолютно так. Абсолютно так, потому что, мы не смогли. Еще, да, я сейчас отвлекаюсь от основной темы, сколько мы уже почти час в эфире. Час получается, да, с обрывом связи. Вот мы говорим, мы победили Россию. Да, мы победили Россию. Вооруженным путем мы бились, сражались. И если бы мы так, не мы, опять же, многие, прикрываясь именами вот этих достойнейших людей, которые отдали все, просто с России возвращались, продавали бизнес, вкладывали все это дело в войну и сражались, и погибали на этой войне. Таких случаев у каждого из чеченцев может вспомнить таких ребят, которые возвращались с большими деньгами, все вкладывали и гибли на этой войне. При всем при этом нужно понимать, что мы без помощи Запада не смогли бы справиться. И те ресурсы, которые у нас были, да, они были несопоставимо малыми по сравнению с тем, что есть у России.
Поэтому без Запада мы бы не одержали первой победы. Вот кому бы как это ни казалось, если бы миссия ОБСЕ, если бы Тим Гульдеман и другие товарищи, которые очень много сделали, чтобы состоялись переговоры между Индербиевым и Ельциным, то если не это международное посредничество, мы бы проиграли. И если сейчас хоть кто-либо вздумает разговаривать с русской властью, без международных, без третьей стороны, без международного участия, я вас смею заверить, это будет стопроцентный кидок со стороны России. Это будет очередной обман, потому что так было всегда. И именно поэтому Россия включила и Францию, и Германию в участие, хотя это не самый лучший был выбор, включила участие в переговорах. Но, по крайней мере, международный наблюдатель, третья сторона там присутствовала. А мы, Чеченская республика Ичкерия, государство, признанное в том числе Россией, в том числе и странами ОБСЕ и так далее. И никто бы даже, если нас не признал, глубоко бы нам все равно, если так стоит вопрос. Мы есть Чеченская республика Ичкерия, независимое демократическое правовое государство, которое имеет все атрибуты государства и сделало больше, чем многие государства на этом пути для становления своей государственности. Поэтому без международных наблюдателей, к чему пришло, мы видели. Русские оттеснили нас от этого международного сообщества, зная, что оно им мешает творить тот геноцид, который они творили. И просто нас сделали все, что с нами захотели. Просто уничтожали как могли. Просто массово. Десятки тысяч наших молодых парней, если не сказать 100 тысяч наших молодых парней, погибало в этой войне. И это не значит, что это одна прослойка, одно поколение. Мне люди рассказывают, что они были на войне, первой войне, видели детей 10-12-летних, которые там бегали, чьи-то заходили кому-то из своих соратников в дом там и так далее, видели их детей, отцы погибали, и на следующей войне они видели уже их сыновей, которые сражаются. И они тоже гибли на этой войне. Мы понесли колоссальный урон. Только поэтому вот эти разные сороки, они могут сейчас нам диктовать и нас представлять так, как им выгодно нас представить. Мы должны с этим как-то бороться, как-то продолжать вести нашу деятельность, чтобы эта пропаганда против нас не работала в той мере, в которой она работает. Ну или полностью ее. Полностью, наверное, не получится искоренить, но постараться ее искоренить. И сейчас, не имея практически ничего, оккупированную имеем всю территорию, погибли лучшие из лучших, остались разные там раненые, много, я об этом говорил, много разных причин, по которым наши люди не могут говорить, что-то делать. Но вот сегодня у нас нет никакого ресурса без помощи международного сообщества решить ту проблему, перед которой нас поставила фашистская Россия. Нет у нас просто никакого выхода. А остальное все, это все от лукавого. И опять же, Фриман, ты абсолютно прав. Нам нужна помощь международного сообщества. Но это не значит, что мы должны сидеть и ничего не делать. Мы должны сами свою судьбу решать. И для этого
В воскресенье, 31 октября 2021 года в городе Гамбурге в 10 часов начнет свою работу конференция, на которой наша правозащитная организация Human Rights Center Ичкерия постарается собрать людей разных взглядов, разных национальностей и религий для объединения сил для защиты прав человека и маргинализации экстремистских элементов в нашем обществе, чтобы чеченцы сами смогли выбрать свой исконно чеченский путь, при этом оставаясь мусульманами. Никто, вообще это подмена понятий, если кто-то начинает говорить, что мы выступаем там против ислама, против религии и так далее. Это наглейшая ложь, наглейшая подмена понятий. Для объединения сил, чтобы вот эти экстремисты, которые тут существуют, чтобы их нигде не было ни слышно, ни видно, или остались теми маргиналами, которыми они на самом деле являются. Как-то так. Так, друзья, я хочу еще читать ваши комментарии. И мне интересно, я хочу читать, но мне нужно быстрее Ури Машвовой. Рустам Алиев, алейкум ассалам, Рустам Алиев из Баку. Приветствую Баку, приветствую Азербайджан. Так, мне интересно, говорит Ичкерия Форева, что может быть общего у Шендеровича и других с Тузиком Абдурахманом и его сторонниками, которые призывают к антисемитизму и снимают синагогу для красоты, если даже я, дурак, это вижу? Хороший вопрос, конечно же. Хороший вопрос, но это говорит о том, что, не знаю, я пока не буду, воздержусь пока. Нужно устроить дебаты. Так, не нужно. Так, ассаламу алейкум всем. Аслан, рад тебя видеть. Ва алейкум ассалам, выпуск Машвой. Так. Ассаламу алейкум аслам. Брюс Ли. Ва алейкум ассалам, Брюс Ли. Машвой. Так, я хотел вам рассказать о тех событиях, которые происходили 20 лет назад. 19 лет и 21 год назад, 22 года назад. Давайте я покажу вам про это. Первое, о чем я хотел бы вам сейчас показать, это обстрел 22 года назад, 21 октября 1999 года по Джохару. Фашистская Россия по приказу своего террориста Путина нанесла ракетный удар. Ракетный удар был нанесен по центральному рынку, по роддому, по мечети и по автовокзалу. Сейчас я вам покажу ракетное место попадания ракеты по рынку города Джохара. Тогда сразу же погибло около 200 человек, потом позже еще были погибшие, умерли еще от ран. Раненых было около 400-600 в пределах была информация. Было раненых с тяжелейшими травмами, фактически люди инвалиды, большая часть из них.
И давайте посмотрим это место. Я сейчас, опять же говорю, показываю только центральный рынок, куда попала ракета. Давайте посмотрим. Давайте отсюда. Были головки, корабль туда хлопнул, приехал, и он на 7 частей разделяется. Закручивать? إذا رزبة دون вот رزبة. Вот, вроде алюминий, да, юкос, я не знаю. Какой-то состав. На вес я им его. ايش قلت ايه تعيدر ايش تعيدر ترجع ما دوره ايه ده Это тот самый рынок, центральный рынок города Грозного, Джокара. А центральный роддом дочь? Сега, tu vas dans le поселке, tu verras. Дарью на период. Как раз этот молодой человек рассказывает, что удар был и по Калин поселку, по автовокзалу, по больнице, где одновременно погибло 15 новорожденных детей. Сразу же многие после этого были контужены, матери погибли, только что родившие детей. И было вот такое вот горе большое. Так русский мир приходил в Чеченскую республику.
Дальше я вам хочу показать коротко рассказать о Норд-Осте. Нам рассказывают, что это была там спланированная операция Басаева, что вот это был террористический акт и так далее. Да, акция готовилась, подготавливалась, скорее всего, с ведома наших каких-то руководителей. Но стоит отметить важный момент, о котором сейчас Анна Политковская нам всем расскажет снова, что человек, который был среди террористов, он работал в аппарате президента России. Продолжал работать после вот этого события. Он продолжал работать. Давайте буквально 2 минуты вам покажу. Тоже погибло очень много людей. И потом вернемся к обсуждению этой темы. Сегодня вышел в газете материал, который, конечно, между собой мы считаем сенсационным, принципиальным, важнейшим для понимания процесса. Ну, о том, что один из террористов, бывший в Норд-Осте, ушел и сейчас работает в администрации президента. Для нас это важнейшее событие, потому что действительно тогда все в другом свете. Да? И я писала эту заметку, я просто болела. Я, как, знаете, куда-то опустилась в туалет, в эту дырку с говном. Сказала, что вот я сейчас опубликую, но должно что-то произойти. В том смысле, что общество должно понимать. Что он практически туда привел? Да. И ушел? Или как? Вы думаете, вот сегодня понедельник. Вот номер вышел рано утром. Вот сейчас середина дня. Да никому ничего не надо. Мы там все страдали. А это был просто подконтрольный теракт. Власть отлично осведомлена, что никаких протестов по поводу этого, митингов, шествий и какой-либо опасности для себя она от этого не имеет. Поэтому, я думаю, спокойно взирает на наши внутренние мучения и страдания со своего кремлевского холма. Думаю, ну давайте, прыгайте. Надо вас прихлопнем, не надо живите. Я думаю, что вот так. И еще догонку к этому видео я вам хочу показать еще одно тоже короткое видео, тоже с Анной Политковской. Состав газа и последствия действия и так далее, это является государственной тайной. Вы знаете, действительно, у нас какие-то странные вещи творятся. Ведь где-то в течение месяца первые люди, которые так получше пережили весь этот ужас, они уже стали обращаться к адвокатам, к суду. Все отказались адвокаты московские. Включая самых демократичных, самых передовых, самых лучших. Тот, кто здесь был, он понимал, что вот только слово «против», и ты тут же нарываешься на Путина. Ну, потому что он лично принимал. Вот тут уже невозможно сказать, это там его круг. Да? Известно, что Путин принял решение о газе. И не принял решение об антидотах. И принял решение о том, что все будет засекречено. Когда я нашла свидетеля, который вошел с отрядом террористов вместе в этот театр, заложник, и вышел, и был агентом спецслужб наших, и опубликовала об этом материал. Ну, то, что у нас в ФСБ там все промолчали, как будто это вообще даже ничего нет. Ну ладно. Меня пригласили в посольство Соединенных Штатов к заместителю посла поговорить. Ну, люди очень доброжелательные, безусловно, вежливые. И заместитель посла мне сказал, мы боимся за вас. Знаете,
сейчас я скажу. Это был просто убивший меня вариант. Здесь стоит отметить, что события в Норд-Осте, мюзикл Норд-Ост на Дубровке, находилось это здание, развивался, происходили эти события с 23 по 26 октября 2002 года чеченскими ополченцами, чеченскими добровольцами были захвачены около 900 человек в плен, взяты в заложники, можно сказать, и было выдвинуто единственное требование, которое всегда выдвигалось. Никогда чеченцы не просили денег, наркотиков, водки и так далее. Единственным требованием было прекратить войну в Чечне и не убивать чеченцев. Захватчиков Норд-Оста было около 40 человек, где-то около 22 мужчин и 18 женщин. Все они были убиты, все они были отравлены газом. Они не собирались применять бомбу, они не взорвали эту бомбу, так как у них было достаточно времени, чтобы взорвать эти бомбы, которые у них там были. И погибло около 170, если не ошибаюсь, человек. Позже люди еще умирали, и цифра эта перевалила за 200 человек. Почти все 900 человек, которые там находились, получили очень серьезную дозу вот этого яда, и многие стали инвалидами. Единственное, что еще хочется сказать по этому поводу, как проходил сам вот этот процесс захвата. Среди захватчиков оказались люди, иностранцы, люди другого гражданства. И их никого захватчики чеченские не тронули, захватчики Норд-Оста. И когда их отпускали, их спросили, у кого есть, кто в зале не гражданин России. Там речь не шла о религии, прошу заметить. Там речь не шла о национальности. Там речь шла только о гражданской принадлежности, о гражданстве человека. И иностранцы сказали, там, высказались, и им сказали, мы вас отпускаем. Но их отпускали следующим образом. Человек звонил в посольство, просил, чтобы к зданию Норд-Оста зданию мюзикла подъехала машина, и лично посольская машина, и лично человек из рук в руки, минуя русских, передавался своим людям. Так как была большая вероятность, что просто-напросто они убьют и все свалят на чеченцев. Убьют человека и все свалят на нас. Вот такие кровавые события происходили в эти дни 19 лет назад и 22 года тому назад. Россия принесла много горя, не только нам, многим она принесла, но больше всего горя она принесла чеченцам. И то, что мы не покорились, как некоторые, даже якобы наши друзья, говорят, это говорит о том, что они не достигли той цели, которую поставили. Изменить чеченцев, сделать их советскими людьми им тоже не удалось. Сейчас же они попробовали невероятно, просто это потом будут люди, ученые, специалисты разбираться в этом, во всем вот том, что с нами сейчас произошло. Это невероятно по масштабу мега-эксперимент, который сейчас ставится над чеченцем.
над чеченцами. И он у них не завершился успехом. Мы, вы, я, мы все являемся живому этому подтверждением. Нас никакая ложь, это невероятно по масштабу ложь, которую они нам, те вот спецмероприятия, которые они проводят, которые проводились, проводятся, они потерпели фиаско. Идея свободного чеченского государства и свободных чеченских людей, она победила. Несмотря ни на что. По идее, не должны были победить мы. По идее, в 1944-м мы не должны были вообще сохраниться как нация. Да, какие-то там отчепенцы должны были остаться на просторах там, Казахстана, там, Средней Азии, Сибири. Ну нет же. Нет. Еще раз нет. Но это еще не конец. Мы сейчас до сих пор находимся в кровавых, коварных лапах фашистской России, КГБ, ФСБ. И большой долей вероятности нам предстоят еще не очень хорошие вещи со стороны фашистской России. Но мы будем делать все возможное, чтобы минимизировать эти их козни, скажем так. Так, теперь я перейду к вашим вопросам. И под конец вам расскажу про принца Саудовской Аравии. Под конец, под самый конец. Так, перехожу к вашим комментариям. Дідусик ТВ2, Патрімка Аслану. Вітаю тебя, дідусик, дякую. Дуже дякую, друже. Маждада, хорошо вы их знатно потроллили, я свидетель. Так, о чем Маждада здесь? Так, Ичкерия. Ну все, давайте отсюда начнем. Чеченский след, Рязанский сахар. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Машволь. Секрет Трумптер. Россия враг мусульман и лично Всевышнего Аллаха. Эта страна не имеет права на жизнь. Говорит секрет Трумптер. Да, именно об этом заявлял Владимир Путин, который говорил, что он найдет и на Аллаха управу, то есть на Бога. Вот. Ни много, ни мало этот сумасшедший собирался управиться с Богом. Ичкерия Forever. Для русских удобнее всего подсадить всех чеченцев на Батиля, ее самую мощную версию, и сказать, что это было предписано Богом. Тогда и волки, и рыбки, и зайцы целы, а я ракета и геноциде в целом. Как найти? Взяты в заложники для того, чтобы склонить к миру, чтобы не убивали нас. Да, именно так, как найти. Они с этой целью, они не убивали там никого. И про Норд-Ост, да, и про другие такие операции. Это была диверсионная операция, но она была использована и велась полностью под контролем российских спецслужб. Именно поэтому удалось вот так им осуществить это все. И газ был, по всей видимости, заранее подготовлен. И здание было выбрано специально, чтобы под этот газ. Ну вот, как-то так. Так, Бурат Сагдиев, говоря, что на России, если проживаешь с фашистами, шовинистом, разве только если так. Слава Ичкерии, слава Украине, дедусик говорит. Героям слава, дедусик. Так. Never ever. Бомба была муляжом. Я слышал, как и пояса шахидов, Теркибаев их ввел с самого начала. И все эти штуки были муляжами. Вероятно, да. Вероятно, да. Госдура не соблюдает правил дорожного движения, и отсюда все аварии. Так. Хамзат Гилаев. Так, это не мне, это не мне. Фриман антипутинизм. Путинизм не имеет дна, что подлость бесконечна, а стремление
удержаться у власти с помощью любых, даже самых дурно пахнущих методов, пересиливает последние всхлипы угасающей совести. Маждада, в Норд-Осте поставили наших ребят. Сначала подсадили на Батиля, дали коридор до Москвы, а там хлопнули. Конечно, через агентурную сеть в самой Москве. Так, Фриман Антипатинович. В России и Чечне полным ходом идет охота за людьми, заявившими о том, что у них есть чувство собственного достоинства, а этого вертухая на дух не переносит. Такое чекистское сафари среди снегов. Хамзат вроде нет, так, не мне, она осталась, так, это тоже не мне. Хана, скоро Россия, куда пути деваться, и Кадыров. Не будет пути, не будет Кадырова. Стоп геноцид, ури-ури. Так. Чеченское слово «батила» нет, есть «батина», например, «кокбатина». Чеченцы, вы должны массово, постоянно митинговать, протестовать, требовать от мирового сообщества. Активнее надо, активнее. Милли. Милли. Постгеноцидному народу нужна помощь, а не советы. Так, друзья, наше время заканчивается, поэтому мы перейдем к тайнам Саудовского. Давайте посмотрим на тайны Саудовского двора или обвинения в адрес принца. Давайте посмотрим, кто такой. Мне вообще интересно это все. Мне интересно то, что в Саудовскую Аравию приезжает Кадыров, и ему открывают запретную, главную мечеть, да, запретную часть этой мечети, куда пускают только самых избранных. И этим самыми избранными оказываются то Дудаев, который заслуженно избранный, то Кадыров. И все, для меня ни саудовская семья, ни Саудовская Аравия не имеет ровным счетом ничего после того, что они делают. Но, как мы знаем, саудовскими властями на территории посольства Саудовской Аравии на территории Турции был убит саудовский журналист Хашоги. Его убили, расчленили и от тела избавились. И теперь, давайте посмотрим новости, и потом вы узнаете, как у них обстоят дела внутри семейки. Поехали. Психопат, убийца, обладающий неограниченными ресурсами на Ближнем Востоке, представляющий угрозу для собственного народа, для американцев и для всей планеты. Я хочу предупредить всех.
С таких слов начинается интервью Саада Аль-Джабри, бывшего заместителя руководителя саудовской разведки каналу CBS. По его словам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в 2014 году планировал избавиться от ныне покойного короля Абдаллы при помощи отравленного перстня, якобы привезенного из России. Бывший высокопоставленный саудовский разведчик утверждает, что во время встречи со своим двоюродным братом Мухаммедом бин Наифом, который занимал тогда пост министра внутренних дел, принц Мухаммед бин Салман якобы сказал, что мог бы организовать убийство тогдашнего. Я одну ремарочку просто небольшую хочу сделать. Давайте чуть-чуть вернемся. Почему у этих принцев, у этих военных, у этих стоящих на страже ислама, самых мусульман, откуда исходит ваххабизм, нету бороды? Вот меня что удивляет. Ёлки-палки. Как так? Король Абдалла скончался в 2015 году почти лишь подправленный короля Абдаллы. Сказал, что мог бы организовать убийство тогдашнего короля Абдаллы. принц сказал ему: «Я хочу устранить короля Абдаллу. Мне доставят отравленный перстень из России. Достаточно лишь пожать ему руку, и все будет кончено». Может, он только хвастался, но он это сказал, и мы восприняли его слова серьезно. Король Абдалла скончался в 2015 году почти в 100-летнем возрасте, и престол перешел к его сводному брату по отцу Салману, который назначил наследным принцем Мухаммеда бин Наифа. Однако спустя 2 года бин Наифа оказался в опале, его лишили поста министра внутренних дел, и по некоторым данным до прошлого года он находился под домашним арестом. Тогда наследником был официально объявлен Мухаммед бин Салман. В 2017-м Саад Аль-Джабри бежал в Канаду. Джабри утверждает, что в октябре 2018 года, сразу после убийства журналиста-диссидента Джамала Хашогги саудовскими агентами в посольстве королевства в Турции, принц бин Салман отдал приказ отряду «Тигров» о ликвидации бывшего разведчика. Саад Аль-Джабри подчеркнул, что об этом ему сообщили бывшие сослуживцы из саудовской разведки. Осенью 2018-го в аэропорт Оттавы прилетела группа киллеров из 6 человек, утверждает Джабри. Однако их всех депортировали после того, как канадские таможенники обнаружили у них в багаже подозрительное оборудование. В свою очередь, посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне направило письмо в корпорацию CBS, в котором называет Саада Аль-Джабри, цитата, «дискредитировавшим себя бывшим государственным чиновником, за которым тянется длинный список фабрикаций и вводящих в заблуждение заявлений с целью скрыть совершенные им финансовые махинации на миллиарды долларов». В интервью Джабри признался, что его состояние, якобы заработанное за 20 лет безупречной службы монаршей семье, составляет 11 миллиардов. В прошлом году Саад Аль-Джабри подал в Федеральный суд США гражданский иск против саудовского наследного принца, обвинив его в попытке убийства. А через 2 месяца после этого суд Саудовского королевства приговорил его сына Омара и его дочь Сару к длительным срокам заключения по обвинению в отмывании денег и попытке покинуть страну. Дети разведчика отрицают предъявленные им обвинения. Принц бин Салман отвергает все обвинения Джабри, так же, как и обвинения в причастности к убийству журналиста Джамала Хашогги. Санжар Хамидов, «В настоящее время Америка», Вашингтон. Вот, как-то так. Вот так вот семейка-то самых-самых. Так. Давайте еще почитаю немножко ваши комментарии, и можно уже закругляться. Митинговать Мудакар во всем виноваты кефири бош ашва. Ичкерия Форева, так. Секрет Румтер. Ему не стыдно общаться с Кафыровым, он же мусульманин, это позор. Так, Робин, ассаламу алейкум, братья. Ичкерия будет Вильна, иншаллах. Ва алейкум ассалам. Да, мула. Бусал вашвать, как так можно? Да.
Вот такие братья-мусульмане у нас. И мы должны еще придерживаться. Вот просто представьте себе, чеченцы, просто на минутку, сейчас я на этом и закончу свой стрим. Просто представьте, что мы живем в какой-нибудь стране, ну, в нашей стране, и у нас есть президент или король какой-нибудь. Ну, это невозможно, конечно, представить, что мы потерпим над собой короля. Ну, допустим, есть этот король. И он убивает там отца, травит там дядю, потом убивает неугодных журналистов, которые говорят об их разных там преступлениях. И все это как-то вместе с религией как-то вместе соприкасается. Как в голове не укладывается, как убивает там, может и отца он убил, перешло к дяде, потом дядю отстранили от власти, да, вот сейчас они нам рассказывают. Поэтому мы не должны ориентироваться ни на очень богатую Саудовскую Аравию, ни на очень бедный Афганистан, где прибывает сейчас у власти после того, как американцы спокойно ушли, вернулся Талибан. У нас есть свой путь развития. Наш путь развития – это наше национальное, демократическое, правовое государство, которое уже сформировалось, за которое мы заплатили колоссальную цену. И другого выбора для развития нет. Можно сидеть и разглагольствовать, кушая там жижигалнаш, говорить, вот мы там построим сейчас супер халифат там и так далее. Вообще речь о халифате вообще не шло, вообще даже в самых малых проявлениях, в малом своем проявлении об этом даже не говорилось, когда мы строили свое государство. Это потом нам подкинули эту идею для того, чтобы мы вели войну и не пришли к созданию нормального цивилизованного государства, где будут защищены каждый гражданин, вне зависимости от его вероисповедания, от его национальности и так далее, где будут социально защищены люди, где будет достойное социальное пособие, где будет достойная пенсия, где будет достойное детское пособие, где люди не будут жить впроголодь. Вот какое государство мы строим. Да, мы не говорим, что мы построим Швейцарию за 5 лет. Да, тем более за эти 20 лет, 30 лет войны мы только выживали. Но даже после того, как мы деоккупируемся, а мы в ближайшее время деоккупируемся, да, Алмулла, мы должны дать максимальные социальные гарантии для наших людей. Мы должны полностью освободить от налогов, налоговые каникулы сделать. Мы должны полностью возложить бремя оплаты газа, света на Россию, которая нам задолжала колоссальные деньги. Мы должны предъявить счет на триллион, если не больше долларов, счет России. Мы должны наказать всех преступников, так как только лишь материальной стороны недостаточно. Еще должна быть психологическая, моральная сторона для успокоения чеченского народа, чтобы он развивался. И мы этого добьемся, да, Алмулла. Да, Алмулла, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. И все будет Ичкерия. До пятницы, уважаемые друзья. Всего самого хорошего, спокойной ночи. Ассаламу алейкум, адикюэль машойль.